Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. О нововведениях, которые ожидаются в 2022 году по оплате за больничный лист и по некоторым другим социальным выплатам, поговорим сегодня с гостьей нашей студии Мариной Герман, управляющей региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Уже почти чуть больше, чем через месяц, с 1 января 2022 года, законодательно отменяется привычный для нас бумажный листок нетрудоспособности. Но до сих пор мы могли по своему желанию, оформляя больничный, выбирать между бумажным и электронным вариантом. Расскажите, пожалуйста, что же конкретно изменится в оформлении больничных с 1 января следующего года? Прежде всего, скажу, что изменится, выбора уже не будет. Некая предыстория электронного листка нетрудоспособности, он стал вводиться у нас с 2017 года, с 1 июля. И этот листок нетрудоспособности стал вводиться для того, чтобы уйти от бумажного носителя, который не позволял Фонду социального страхования более прозрачно отслеживать расходы, оформление по временной нетрудоспособности, когда пациент обращался в медицинскую организацию. С 2017 года мы постепенно переходили и смотрели, готовы ли медицинские организации к листку нетрудоспособности оформлять его в электронном виде, готовность самого населения. И что примечательно, что Республика Саха-Якутия с 2020 года перешла на прямые выплаты и доказала, что электронный листок нетрудоспособности, он, конечно же, необходим. И поэтому было решено, что нужно уходить от бумажного варианта и полностью переходить на электронный листок, что мы и сделаем с 1 января 2022 года. А изменится ли срок, в течение которого работодатель должен передавать сведения в Фонд социального страхования для назначения выплат и пособий? Изменится совершенно сама система обмена данными. С 2022 года, с 1 января, мы переходим, что называется, на проактивный режим. Это беззаявительный характер. То есть, когда медицинская организация оформляет листок нетрудоспособности в электронном виде, минуя работодателя и пациента самого, уже не будет выдаваться ему номер, то есть пациенту, и он не придет к своему работодателю с этим номером для оформления и назначения выплаты, а будет напрямую передаваться сведения в Фонд социального страхования, произведется обработка этого электронного листка нетрудоспособности, и уже у работодателя недостающие сведения о работнике, которому необходимо назначить пособие по временной нетрудоспособности, будет сделан запрос. Действительно, сроки там сокращаются до 3 рабочих дней. Если раньше было оформление реестра и направление сведений, и сегодня действуют они пока до 31 декабря 2021 года, 5 рабочих дней, то в течение 3 рабочих дней работодатель будет обязан направить дополнительные сведения. При этом предусмотрена административная ответственность, если будут не установлены сроки, направлены эти сведения. Правильно ли я понимаю, что таким образом со следующего года связь между работодателем, медицинским отделением и фондом социального страхования, они все будут вести их взаимоотношения через электронный вид? Совершенно верно. Установлено определенное взаимодействие, межведомственный обмен. Там не только медицинские учреждения, и работодатель, наши страхователи. В этом взаимодействии будут участвовать и пенсионный фонд, и налоговая служба, и органы ЗАГСа, потому что все сведения, которые содержатся у этих структур, этих организациях, ведомствах, которые обладают и являются носителями персональных данных по каждому нашему жителю в республике, конечно, мы будем запрашивать у них. Это сделано для того, чтобы минимизировать участие и работодателя, и самого получателя пособий. А расскажите, что собой представляет документооборот у самого системы электронного документооборота у Фонда социального страхования? Правильно он называется социальный электронный документооборот,
потому что мы все привыкли, что сейчас, да, внедряется система электронного документа оборота, но здесь как раз-таки при переходе на проактивный режим взаимодействия с медицинскими учреждениями и работодателями, мы его назвали, то есть Фонд социального страхования назвал этот документооборот именно социальным, поскольку это все сведения, которые будут передаваться, они служат для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. То есть в тех случаях, когда оформляется листок нетрудоспособности в электронном виде. То есть все работодатели должны в обязательном виде перейти на электронные? Совершенно верно. А что для этого нужно сделать работодателю? Мы сейчас ведем информационно-разъяснительную работу, и работодатель в обязательном порядке до 1 января 2022 года, чтобы не было сбоев при обмене, да, когда мы перейдем полностью на проактив и на электронный листок нетрудоспособности, каждый работодатель в своих бухгалтериях, кадровых службах должны, что называется, нажатием одной кнопочки, да, совершить этот переход. Это не переход, это бесплатно все. То есть все работодатели, которые имеют программные продукты, 1С бухгалтерия, да, кто-то работает в Контуре, кто-то в СБИС, есть там и реализована уже эта возможность. И мы, кстати сказать, по работе по переходу на прямые выплаты, мы уже сейчас по этой системе направляем извещения о неправильно направленных или недостоверных сведениях, и вот это извещение формируется в электронном документообороте. Но не все работодатели сейчас пользуются именно этой возможностью. Но с 1 января они обязаны будут просто включить эту кнопку, что называется. А как вы думаете, почему сейчас они не переходят? Нет такой необходимости. Все равно сотрудник, специалист Фонда социального страхования позвонит, скажет: мы вам направили извещение, откройте, пожалуйста, предоставьте обновленный реестр, обновленные сведения, достоверные сведения. Но в данном случае, когда мы уже полностью перейдем на электронный листок, на электронный документооборот, конечно же, звонки минимизируются. У специалистов будет более важная работа для того, чтобы уже с медицинской организацией получать электронный листок нетрудоспособности, запрашивать сведения с пенсионного фонда, с ЗАГСа. Поэтому работодатель обязан будет просто подключиться к системе электронного документооборота, к социальному электронному документообороту. А что сейчас уже могут сделать бухгалтера и кадровики? Мы сейчас и в районах, в УЛУСах, и у себя здесь в региональном отделении разместили всю необходимую информацию, как осуществить подключение. Ведем разъяснительную работу, проводим семинары, и вплоть до 20 декабря это срок поставлен, когда мы должны 100% подключиться к системе электронного документооборота, к социальному СЭДО, и практически работаем, что называется, в ручном режиме. Каждому работодателю звоним и говорим: подключитесь. А проводят ли региональный отдел Фонда социального страхования какие-либо курсы или, может быть, обучение работодателей, вот как раз, чтобы они с легкостью могли перейти? Конечно, у нас есть и горячая линия, телефоны горячей линии указаны на сайте регионального отделения. Техподдержка наша в отделе информатизации всегда готова оказать содействие, и мы это уже начали делать, и будем продолжать осуществлять, оказывать помощь нашим работодателям. Информируем всех. Сейчас проведена аналитика, кто подключился, и мы на каждом совещании, которое проводится у нас 2 раза в неделю, мониторинг осуществляем. И, конечно же, что называется, нажимаем на все рычаги, которые у нас имеются. Это и в правительство информацию предоставляем, да, и главы муниципальных образований должны быть тоже участливы в этом вопросе, потому что это, скажем так, вопрос выплаты пособий, он касается социальной защиты населения. И здесь сбоев никаких не должно быть.
Но давайте еще подробно расскажем для работодателей, чем они сейчас в первую очередь должны заняться, может быть, до того момента, когда это официально на законном уровне перейдет в электронный вид. Я приведу статистику, которая у нас еженедельно, практически 2 раза в неделю на оперативном штабе с Фондом социального страхования. Все регионы у нас практически мониторятся. И надо сказать, что Республика Саха-Якутия по медицинским организациям, по переходу на электронный листок нетрудоспособности, фактически доля занимает 95% от всех медицинских организаций, которые выдают листки временной нетрудоспособности. Это неплохой процент. Но если посмотреть доля участия страхователей в электронном документообороте, то их, конечно же, намного меньше и процент меньше. Скажем так, что у нас в отстающих, ниже подключенных к социальному электронному документообороту порядка 7, это ниже 30%. Это и Алданский, Амиконский район, Среднеколымский, Тампонский. То есть вот в этих районах мы усиленно начинаем работу с нашими работодателями. Неплохие результаты, и свыше 50%, которые подключены к социальному электронному документообороту. Отметим Абыйский, Мегино-Кангаласский, Эвено-Бытантайский. Хотя нам всегда говорят, что в северных улусах очень плохой интернет. Ничего подобного. Мы видим, что и электронный листок выписывается медицинскими организациями, и социальный электронный документооборот прекрасно работает, несмотря на то, что говорят, недостаточно качественный интернет. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы к 20 декабря все работодатели перешли и подключились к социальному электронному документообороту. Ну и в завершение нашей программы, может быть, у вас есть какие-то пожелания для наших зрителей, которые пользуются больничным листом? Ну, прежде всего, хотелось бы пожелать крепкого здоровья, не болеть, потому что да, мы уже 2-й год работаем, и отмечу, что расходы, конечно же, у Фонда социального страхования на выплату пособий колоссальные. Здоровья пожелать, ну и в преддверии уже месяц, да, чуть больше месяца осталось до Нового года, исполнение всех желаний перед Новым годом. Спасибо вам большое, Марина Евгеньевна, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем телеканале Якутия-24.